Как вы думаете, из чего сделаны эти работы? Из льда, а может из хрусталя? Нет, ни один из этих вариантов не подходит, потому как каждое из этих произведений создано при помощи обычных осколков стекла. Над их созданием трудится Сейхан Дуцаев, 30-летний житель села Сержинюрт. Эти работы считаются уникальными не только в нашей республике, но и во всей России. На вопрос, есть ли у этого ремесла название, Сейхан отвечает, что нет. Он долго пытался найти подобные работы в интернете, в книжках, дабы узнать что-то новое, но все искания были напрасны. Все способы изготовления той или иной работы он начал придумывать сам, нашел необходимые материалы и начал творить. Как и всегда, начало было трудным, но со временем он смог освоить этот новый вид искусства. Дечк полвешор саа 2006 год качался. Тут я се изменения еще се было его. В Англии sen üyüşkleyuma sen xilchi. Arum ماجدك دول ولير سو غالر شخديقر شو مقر أقول حلقة دين درس إشتو أنجليز بوبي شو خصوص يعدين ده أنجلي خشولة أتو دشكيخ أنجلي هم داش أباسني ماتيريالو شنو مخارة خل ميالغلي سوني ديكيتا أتا هم داش редкий бог буйза бочу распространенный боча сундел кузганс. Сегодня его коллекция невелика, большая часть его работ – это мечети. По памяти он воссоздает священные сооружения, но привносит что-то новое, и в итоге получается нечто волшебное и сказочное. Поначалу работы достигали огромных размеров, и Сейхан был только рад, но возникла проблема. Стеклянные произведения приходилось возить на выставки. Из-за большого веса экспонаты не выдерживали дорожного путешествия и трескались. Сейхану пришлось снизить вес до минимума. Халгас бин самый бог баха, штарсан сердце чечной лошадь. Междиктер 85 килограмм весилш. Лил ухалдар и бадикшну хазаздар. Солдиа и лил ухалдар хуша. Жимжими дяша 45 килограмм. Самая большая работа в нынешнее время – это мечеть сердца Чечни. Конечно, она немного видоизменена, но различия несущественные. На ее изготовление у Сейхана ушло 8 прочных лобовых стекол автобуса, которые пришлось аккуратно разрезать на маленькие кусочки. Чтобы склеить стеклянные кирпичики, потребовалось 2 литра аквариумного клея. В основании использовано толстое стекло. Для оформления фундамента пришлось применить мозаику и кусочки стекла. Для лестничных перил мастер приспособил стекла-люстры. Дабы сделать мечеть красочнее, Сейхан использовал цветные стекла. Это осколки бутылок и ваз. Работа заняла у него 3 месяца. Что касается выставок, то сколько их было, наш мастер не помнит. Самыми запоминающимися были поездки в Грозный и в Шатой. По его словам, там его работы пользовались большим интересом. Посетители поражались и восхищались. Ему как мастеру было очень приятно видеть такой интерес к своим творениям. В республике Адуку выставка хиласу, оценить джоубур, тят бейлер, даш дехургу шума долдела. قيقنا وصو إنسا коллекции سيني سبارتاكي عادي واخو إن وليدي организовать нюкай تقيقنا وكربوش بطا 22 число بارقصة إشتون قياتشو العشوق. Для изготовления этих экспонатов у него отведена совсем маленькая комната. Сейхан говорит, что этого помещения ему вполне достаточно, потому как после известных событий в республике ему приходилось работать даже в палатке. Поэтому наш герой радуется каждой мелочи. Здесь у него есть все необходимые инструменты и, самое главное, много стекла. Автомобильный культура, гуштарик,
автобус дора шир холделас использовать шо кигичени год холдес раду юхар шиша ду основной момент шишниш ду шибуас зеленый коричневый юхар 200 градусов в данный момент вазиют синахту. Сам процесс изготовления мини-домиков напоминает строительство настоящего здания. Просто у мастера немного другие принципы и свои секреты. Плюс лишь в том, что при возведении стеклянного сооружения не приходится нанимать целую бригаду мастеров, говорит он. Аркюскинса фундаментю, аклея с растворю. Арангли сакибич. Онс توجه زين وصن علي وتقاسي وقاعدين. خلونش دقو خلصية. نيستلوش شلون مش تحتريه شلون نيستلوش دقو. يكو كروب كي خلدو يمش تيه شلون مش كواردك قيك تحتريه خلدو. يمنا إيش مامسو شويتن إيش угор خلنش إيشو. Терпение шварт нервшиест. Удивителен и тот факт, что Сейхан работает без перчаток, а стекло довольно опасный материал. Но за все это время мастер ни разу не поранил руку о разбитые стекла. Он говорит, что к такому материалу нужно привыкнуть, его нужно чувствовать. Лишь после этого вы сможете спокойно относиться к битому стеклу. Hani ben sarışıyormuş, o şey daha oluşuyor artık. Atxot, dokuz güne otu atxot konuşuyorsun. Ben zahayı şey küp hadası olsun. Akuratna liyoda, hayat çizu samsala. По крупинкам, по осколкам. Именно так проходит рабочий процесс нашего героя. Казалось бы, легко склеивать кусочки стекла, но поверьте, это не так. Для такой работы вам как минимум понадобится хорошее зрение и здоровая спина, потому как над созданием одного экспоната приходится проводить сидя 10 часов в сутки. Узнав о таланте Сейхана, жители села стали приглашать его на работу для украшения фасадов зданий, различных сооружений, фонтанов во дворе. Более того, в каждом городском ресторане есть невероятной красоты аквариумы. Угадайте, кто автор этих работ? Конечно же, наш мастер Сейхан. Сейхан чудесно белостайся живожден и дело свой хуш, дермите шада за лулашут. Хазб моцагетон أدرون وين قوم يقع بين كذا جبل تكذا وقنا كذا شو خشيش سنة تكوين وجد خلقنا مخنا نقم. Он выбрал для себя неизведанное и смог дать продолжение. Сейхан не выбирает легких путей. Будем надеяться, что наш герой не исчерпает запасы своего вдохновения и будет продолжать создавать еще более выразительные и чарующие произведения из стекла. Конечно, это искусство новое, и продолжателем национальных традиций его назвать трудно. Но он первый в своем роде, и уже от него начинается отсчет нового вида ремесла в нашей республике. И, возможно, через несколько десятков лет его ученики будут гордо именоваться хранителями национальных традиций.